Почему? У меня в администрации Ленинского района спросили такой же вопрос. Почему? Потому что сама была похожим подростком. Я была достаточно замкнутая. А животные – это вот прям, наверное, 100% попадание, дотронуться до души. У клініки на конюшню приїжджають звичайно на вихідних. Уже амаль год групами, екскурсіями. Колькі їх уже було тут і не підлічать. Заходь. Когосьці сюди привозять батьки, інші потім приїжджають самі. Привозять сюди свої тривоги і страхи, свою одиноту, своє гучне мовчання. І усім тут радує. І нема тут уваходних білетів ці погодинної оплати. Зато є неабиякові люди і коні. Они мне сначала просто нравились. Но я сначала даже не думала, что буду именно вот ездить, там прыгать. Сначала просто хотелось там ходить, гладить их. Ты ее погладишь, она постоит, потрется об тебя. Их можно кормить, они будут лизать тебе руки. Их позовешь, они подойдут. Ну, с ними не нужны слова. Благодаря тому, что здесь очень нестандартная, очень дружеская атмосфера, здесь вот у нас и собаки, и коты, лошади, пони, кролики, они учатся не только дружить. Для них лошадь, как вам сказать, это не игрушка, они понимают, что это друг, они понимают, что это ответственность. Менавіта так виглядає інноваційний проєкт по організації дитячого досуга. За його разом узялися і чиновники, і діючі спортсмени міжнародного класу, господари конюшні. Круглий год приходьте, глядите, можете покататься. І це працює. Работает, потому что по истечению этого года на сегодняшний день у нас ходят, возвращаются 3. Одна из них девчонка, которой я первый раз увидела улыбку. И я видела, как она в одиночестве вела себя вот с этой и со следующей лошадкой. В одиночестве. И она просто приходила, она не требовала там заниматься, она не требовала уделения ей времени. Ей было достаточно приходить и дышать. Поговорить, подышать, но иногда сесть. Только в 2017-м на комиссии по справах неполнолетних у Ленинском районе Бреста разглядели истории амаль 135 детей. За ими больше за 200 административных правопорушений. Видеть их, когда они приезжают, и понимать, как их очень много. И что мы не можем всех охватить. Это правда очень тяжело. Мы с ними работаем, как вам сказать, не так, чтобы вся земля крутилась вокруг них, а чтобы были двухсторонние отношения, то есть взрослые доверительные отношения. Для них это необычно. Мы стараемся к ним по-дружески. Проект круглогодичный, проект работает на безвозмездной основе, поэтому мы приглашаем все учреждения образования взаимодействовать с нами. Мы будем рады, а когда ребята уходят от нас с горящими глазами, это самое главное. Олеся Зеленко, Алиса Григорчук, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».